Как вы думаете, что изображено на логотипе? Кто видит? Скажите, пожалуйста. Да, все. Так и есть. Что такое штаб татарской молодежи? Это интернет-СМИ, общественная организация и молодежное движение. Сейчас вы поймете почему. Сейчас кратко расскажу о наших самых важных событиях в нашей короткой пока истории. В апреле 2020 года было создано сообщество ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Во всех социальных сетях проект назывался «Штаб татарской молодежи» и все еще называется. Датой создания проекта принято считать 1 апреля 2020 года. То есть в период пандемии в том году мы создали наше движение. В августе 2020 года мы провели презентацию нашей организации в Казани при поддержке штаба татар Москвы. В ноябре 2020 года мы провели встречу татарских блогеров в конференц-зале Гранд-отеля в Казани. Но из вас, скорее всего, мало кто об этом слышал. Далее. Основные проекты рассказывают про то, чем мы занимаемся, то, на что мы делаем упор. Самовар ТВ, передача на YouTube, развлекательная, историческая и познавательная передача. Есть у нас возможность сейчас кратко показать, или это не формата немного будет видео? У нас есть прямо ссылка на YouTube. Я думаю, здесь интернет. Хорошо, потом, значит, посмотрим. Самовар ТВ, развлекательная историческая передача. Следующий наш проект — это новости татар, новостная передача на YouTube. Она полностью на татарском языке. Далее, телеграм-чат татары со всего мира. Поднимите руку, кто подписан на этот чат. Видите, какой он популярный. Далее, рубрика «Татарские знакомства» в социальных сетях. И интеллектуальный игровой клуб «Настольные игры» — это первый пока что у нас офлайн проект. Сейчас следующий слайд. Вот, наша передача «Самовар ТВ». Мы стараемся делать контент для молодежи, чтобы молодежь смотрела и ей было интересно. Наша задача — собрать ту аудиторию, от которой, может быть, зависит популяризация татарской среды, ее будущее и так далее. Мы стараемся делать кликбейт. Вот, например, один из самых популярных выпусков у нас «Неудобный вопрос татарочки». Кликбейт здесь в чем? Мы вот добавили, например, 18+. Конечно же, там не было таких вопросов. Но мы постарались максимально вас заинтересовать, чтобы вы посмотрели. Далее, какие парни нравятся татарочкам? Я думаю, многим парням было бы интересно посмотреть. Как вы считаете, это правильно? Дальше. Снято всего у нас этой программы более, сейчас 12 выпусков. Выпуск в среднем набирает 1000 просмотров за первые сутки. Еще раз, я вот уже во время спича прошлого говорил, что нам пишут, хотят у нас сняться, потому что после нашего видео людям, нашим гостям начинают писать с какими-то просьбами, они становятся сразу публичными. Вот девочка, которая снялась в этом выпуске, ей за первый вечер там человек 50 написала и подписались к ней в Инстаграм. Далее. Передача «Новости татар». Эта передача полностью на татарском языке. Мы тоже стараемся снимать контент для молодежи, чтобы молодежи было интересно. Наш ведущий говорит полностью на татарском, делает он это медленно, чтобы все старались понять его диалект. Вот какие из выпусков у нас были. Например, у нас чаще всего инфоповоды. Был инфоповод с Ринатом Фахридиновым. Слышали инфоповод? Конфликт с Элвин Грэем. Да? Вот, мы стараемся делать такие кликбейтные видео. Далее, Роза Собятова хотела стать президентом. Знаем ли об этом? Нет? Я тоже недавно узнал. Далее, телеграм-чат татарского всемира. Тот, который вы любите. Да. Он создан для поиска связи из других городов и стран, помощь в переезде, трудоустройстве и обмен информацией. Согласитесь, что это очень удобно и актуально. Поднимите руку, кому бы это хоть раз в жизни могло пригодиться. Вы же путешествуете. Вот. Так что у вас есть ресурс, пользуйтесь, пожалуйста. Это создано для вас. Далее. Татарские знакомства. Что-то между Анаем и Тиндер. Знаете Анаем? Это, наверное... да, руки подняли.
самый популярный татарский сайт знакомств, скорее всего, да, на данный момент. Мы делаем что-то подобное, мы стараемся это делать с каким-то своим колоритом, делать это не слишком пафосно. У нас сейчас в социальных сетях есть такая рубрика «Татарские знакомства». Мы добавляем фотографию человека, который хочет быть в нашей рубрике, и добавляем информацию об этом человеке. Вот. Любой желающий может разместиться в наших соцсетях, достаточно написать нам в директ. Зачем нужны татарские знакомства? Это поиск второй половинки, это поиск друзей и поиск людей поинтереснее. Далее, ну и единственный наш офлайн проект — это интеллектуальный игровой клуб. У нас есть шахматный клуб, кэшфлоу и мафия. Мы собираем молодежь, сейчас у нас более 50 участников есть на различных наших встречах, где мы играем в шахматы, в кэшфлоу, мафию и в другие игры. Более что-то подробное я могу вам лично рассказать, если кому-то интересно, подходите, я открыт. Мы, штаб татарской молодежи, всегда рады сотрудничеству и новым знакомствам. Всем спасибо за внимание. До свидания.